Курс доллара в Кыргызстане по-прежнему остается нестабильным. Еще недавно в пунктах обменного бюро средний курс американской валюты стоил 80 сомов, сегодня 72. С начала этого месяца иностранная валюта уступила почти 5 сомов. Подробности далее в сюжете. Позиции доллара начали заметно укрепляться в первом квартале 2015 года. Активно доллар начал расти в четвертом квартале. Несмотря на официальный курс, который не поднимался выше 75 сомов 90 тыинов, на рынке отметка достигла 79 сомов. Подобный ажиотаж вокруг валютного рынка привел к тому, что за 2015 год банк-регулятор провел 35 интервенций на сумму 330 миллионов 760 тысяч долларов. Эксперты и экономисты говорили о дальнейшем росте и скачке доллара. По прогнозам, на начало 2016 года он должен был составить 85-100 сомов. В чистом плане никаких фундаментальных таких причин для того, чтобы она поднималась до 100 сомов, нету. Это вызвало бы резкие изменения вообще структуры экономики и плюс тому, что и какие-то, может быть, социальные напряженности возникли бы. Нацбанк страны за декабрь и январь потратил около 100 миллионов долларов на валютные интервенции. Международный валютный фонд рекомендовал властям Кыргызстана ограничить проведение интервенций на валютном рынке страны для поддержания курса национальной валюты кыргызского сома. Если международные эксперты рекомендуют, то здесь нет ничего плохого, потому что все понимают, что валютные интервенции не являются рыночным механизмом. И вместе с тем мы все обращаем внимание на валютные интервенции, но не обращаем внимания на высокую учетную ставку, порядка 10-12%. Соответственно, не хватает сомов, то есть сжимается денежная масса, и поэтому искусственно удерживается курс сома. По мнению экспертов Международной финансовой организации, такая политика Национального банка Кыргызстана в дальнейшем может привести к снижению его резервов и понижению конкурентоспособности производителей республики. При этом представители фонда полагают, что Нацбанк в неспокойный период достаточно успешно обеспечил функционирование валютного рынка. И в продолжении этой темы у нас в студии официальный представитель Национального банка Раушан Сейиткасымова. Здравствуйте, Раушан. Международный валютный фонд рекомендовал ограничить проведение интервенций. Эксперты говорят, что в дальнейшем может привести к снижению его резервов и понижению конкурентоспособности производителей страны. Можно ли уверять, что это так? С Международным валютным фондом Кыргызская республика сотрудничает уже почти 25 лет. Мы являемся учредителями, участниками Международного валютного фонда. И работа проводится так, что мы являемся участниками еще отдельных программ Международного валютного фонда. Поэтому в рамках данных программ приезжают миссии, как правило, раз в полгода. И, естественно, вырабатывается совместный план действий, рекомендации. И данная формулировка МВФ является стандартной. То есть МВФ является одним из кредиторов в мире, поэтому, естественно, расходование любых активов должно быть экономным, поэтому формулировка является стандартной. Ряд специалистов высказывает мнение, что снижение курса доллара неспроста. Якобы сейчас будут выдаваться кредиты под ипотеку, и после американская валюта вновь поднимется. Как вы это прокомментируете? Ну, здесь надо отметить то, что в Кыргызстане действует плавающий обменный курс. И обменный курс может меняться, он и должен меняться. То есть он может иногда расти вверх, иногда снижаться, какая-то определенная волатильность она будет. И связано это больше с тем, что зависит от спроса и предложения. Сейчас, значит, проводится определенная программа по дедоларизации, и одной из мер является как раз-таки перевод ипотечных кредитов из валюты в сомы. Здесь участвуют не все граждане Кыргызской республики, а только те, кто взял кредит на ипотеку, и есть определенные ограничения и критерии. Поэтому вот такого рода домыслы, они на самом деле не имеют под собой основания, ввиду того, что курс не зависит только от этого. Но, естественно, данные мероприятия приведут больше к стабильности нашего обменного курса. А такой вопрос, почему возникает дефицит доллара в банках и обменках? Надо отметить то, что в Кыргызстане дефицита долларов нету. Если взять банковскую систему, то в данный момент где-то
423 миллиона долларов находится в банковской системе. Это выше среднего показателя. Обычно где-то в районе 350-360 миллионов. В то же время международные резервы Национального банка тоже находятся на очень хорошем уровне, достаточные, где-то 1 700 миллионов долларов США, что покрывает больше, чем 4 месяца импорта. Поэтому дефицита нету. Но, естественно, бывает так, что когда вы приходите в какое-то маленькое обменное бюро, и если вы хотите купить крупный объем валюты, вас могут просто данным обменном бюро не обслужить. Это связано именно с бизнесом, то есть не везде можно это купить. В этом случае просто мы рекомендуем обращаться в коммерческие банки, у которых больший запас. А сейчас какая учетная ставка Нацбанка? Учетная ставка Национального банка сейчас находится на уровне 10%. Она не изменялась за последний месяц и определяется она один раз в месяц решением правления Национального банка. Спасибо, Раушан. Я напомню, у нас в студии была официальный представитель Национального банка Раушан Сейиткасымова.